Всем привет! Меня зовут Виталий, и вы смотрите историю про Кисаме Хашигаки, специально для сайта школы техник Наруто Jutsu.ru. Жизнь Хашигаки Кисама была насыщенной разными событиями. Будучи шиноби тумана, он убивает своих товарищей, а затем и своего начальника, в результате чего получает благосклонность Мизукаги Ягуры, которого контролирует Обита. Выдавая себя за Учиху Мадару, он приглашает Кисама в свою организацию. Напарником мечника становится Итачи. Спустя некоторое время Пейн начинает сбор Биджу. Кисама с напарником отправляются на миссию по поимке Наруто, но им дают отпор Джанина Листа и Санин Джирайя. Тогда Кисама и сталкивается со своим вечным противником Майтагаем. Проходит еще несколько лет. Акацки проводит ритуал запечатывания Шукаку. Отряд Гая, оказавшийся поблизости, встречает отпор в лице Кисамы. Гай не может вспомнить своего заклятого врага, но это не мешает ему и его команде победить Мечника, который оказывается всего лишь подделкой. После поимки Четыреххвостого Кисама встречает Хэби, команду Саски. Итачи просит Хашигаки пропустить в убежище Учиха только своего младшего брата, тем самым заставляя напарника сыграть роль злого охранника. Пока братья сражаются, Сугецу решает помериться силами с Кисаме, но их бой прерывается голосом Зецу, который сообщает о гибели Итачи. Кисаме остается без напарника. Следующим заданием мечника становится поимка Восьмихвостого. Кисама вступает в бой с Би, вовремя поменявшись местами с Зецу и спрятавшись в Самихаде. Неосмотрительный Джинчурики забирает меч с собой на остров, где Кисама оказывается в опасной близости с Наруто. По воле случая на том же острове остановился и Гай. Он узнает своего старого соперника и вступает в последнюю схватку. Использовав полуденного тигра, мастер тайдзюцу побеждает мечника. Запертый в ловушке Кисамы, дабы не дать Альянсу узнать планы организации, откусывает себе язык, а затем скармливает себя призванным акулам. После Гай утверждает, что будет помнить имя своего противника всю жизнь.